Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы приветствуем всех, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Вот и пролетел 2022 год. Для кого-то он был успешным и насыщенным, для кого-то он был менее удачным. Но жевало в старину поверье: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому на ближайшее время я предлагаю вам всем забыть о плохом, открыть свою душу и провести этот музыкальный вечер с нами, с телеканалом «Якутия-24» и лучшими артистами нашей республики. Мы начинаем. Новый год, он родился на свет. Новый год, среди звезд и планет этот год будет лучше, чем тот, что он нам принесет. Новый год. Налегке старый уходит год, далеке след его дней мигнет. За него бросит снежинок гость ветер. И вот-вот новый наступит год. Новый год, он родился на свет. Новый год, среди звезд и планет этот год будет лучше, чем тот, что он нам принесет. Новый год. Зажигай в окнах свои огни и давай старым друзьям звони. Может быть, снова как миг мелькнет время. И вот-вот новый наступит год. Новый год, он родился на свет. Новый год, среди звезд и планет этот год будет лучше, чем тот, он без нас не пройдет. Новый год, Новый год, он родился на свет. Новый год, среди звезд и планет этот год будет лучше, чем тот, он без нас не пройдет. Новый год. Мы благодарим группу The Dop за прекрасное исполнение. Эти ребята действительно очень триумфально открывают наш музыкальный вечер. И рядом со мной находится солист этой группы Алена Дегтярева. Алена, привет. Привет. С праздником тебя, дорогая. Тебя тоже. С праздником. Ну, для кого-то это, конечно, праздничные дни, а для артистов и музыкантов это та самая работа. Мгм. Насыщенные рабочие будни и выходные, да? Да. Как со всем справляешься, как все успеваешь? Я тайм-менеджмент. На самом деле я очень люблю свою работу, то, что я являюсь артистом. Мне очень нравится все это, нравится ходить на съемки, нравится выступать, поэтому для меня это как бы не является чем-то таким сложным, да. Ну, потом отдохну в январе. В январе, да? Мгм. Немножко давай поговорим о группе, потому что мы знаем, что это такая достаточно молодая группа, да? Очень молодая. Молодые ребята играют, Мгм. и ты так их всех организуешь мощно, да?
каком стиле работают? Основное направление фанк. Хотели мы с самого начала, изначально вот задумывался стиль фанк, но я сама пишу песни на якутском языке, и оказывается, что там не только фанк, блюз, там все такое, да, поэтому, можно сказать, такой вот поп, блюз, поп, фанк. То есть вот как так. пойдет? Как пойдет, да. И в основном мы работаем с авторскими песнями, с каверами вот так чуть-чуть совсем. Вот пару песен выучили и все. Вот. А как вообще происходит процесс написания песни? То есть вот ты спишь, проснулась, у тебя что, первое в голове мелодия появляется или текст? У меня всегда появляется мелодия первая, а потом я уже текст могу придумать. Могу и не придумать, потому что я не такой прям лучезарный поэт. Ага, и поэтому иногда спрашиваю у других поэтов как раз-таки, может, у них свободные какие-то есть. Некоторые специально пишут и мне передают. Сделай какую-нибудь песню, я с удовольствием. А вот как ты рифмуешь? Это же достаточно сложно, тем более еще на якутском языке. Или все-таки это твой родной язык, и тебе проще на якутском писать? Раньше я писала на русском языке, но это то был рэп, поэтому, наверное, как-то по-другому ощущается, чем сейчас мелодичные песни, да, сейчас уже надо учитывать мелизматику, там, вокализы и так далее и тому подобное. Но это, наверное, опять же, удовольствие, как душа потребует, как у меня в голове звучит, я вот это все вывожу. То есть такой чистый полет фантазии, да? Да, абсолютно. Единственное место, где можно такую фантазию свою... Но многие любители твоего творчества очень часто отмечают твой прекрасный внешний вид, да? И вот даже сегодня мы видим, да, здесь у тебя такая прям фуксия на ногах, потом такой блеск в брючках, да, и здесь все очень так строго, пиджак и все в черном цвете, да? Сложно ли артисту вообще подбирать свой наряд, и обращаешь ли ты на это прям очень внимание, или просто вот что пришлось по душе, то и одела? Конечно, обращаем внимание, потому что все-таки для зрителя важно, чтобы артист выглядел опрятно, красиво, где-то дорого, да, где-то не слишком. Но все-таки вот, по месту, как будем так говорить. В принципе, я очень люблю одежду, очень люблю как-то вот вникать в это тоже творчество. Ты же придумываешь что-то, и надо вот где-то такое купить и так далее. Ищешь, как охота какая-то начинается. Вот. В последнее время шью на заказ. Так проще, да? Да, так проще, потому что там рисуешь, они тебе делают, так легче. Ну и, может быть, ты покажешь нам или расскажешь нам, что можно в этом году одеть на праздники, да, тем более мы все знаем, что к этому часто прислушиваются многие девушки, да, потому что какие-то цвета запрещены вообще, да, в этом году, а год это будущий год кролика, да, черного кролика. Черного водяного кролика. Ну, если это черный кролик, конечно же, черный цвет у нас просто властвует в этот Новый год, и поэтому, если у вас будут элементы черного цвета, даже вот металлические какие-то вот украшения, черное маленькое черное платье, вот это вот вообще королева, наверное, будет этого новогоднего вечера, да. Ну и я очень люблю черный цвет, если честно. У меня 60% гардероба состоит из черного цвета. Поэтому ты в тренде, так сказать. Сегодня да. Вот. А категорически нельзя какие цвета? Категорически красный, хотя он тоже в тренде, кстати, да, но именно в новогоднюю ночь лучше воздержаться от красного, ярко-желтого и такого золотого, да. Эти цвета, не рекомендуется надевать именно в новогоднюю ночь, а в другие любые дни, конечно, с удовольствием носить. Нет, но еще же есть такой, вроде бы как поверье, да, или, как так сказать, такая идея, да, что все-таки если это водяной кролик, значит голубой, синий можно. Небесный, синий, конечно, у синего очень много же оттенков и так далее, да, мне кажется, там можно варьировать только так, кому что к лицу, мне кажется, да. И, конечно, вот серебристый, серый на самом деле, но он же скучный, если честно. Да, кому-то идет, кому-то не идет, наверное, да. В сером встречать все новогодние праздники, наверное, и настроение будет серым. Да, поэтому вот так вот мы немножко варьируем тоже. Серебристые какие-то вот оттенки, блеск
Сразу. То есть ты сегодня вот прям все в теме. И Всё в черный при теме. тебе, и Мгм. серебряный при тебе, и Мгм. металлический. То есть готовилась, видимо, да? Да. Давно знаешь, о чем будем говорить, да? Мгм. Хорошо, Ален. И, конечно, мы сегодня приглашаем всех артистов не просто так. Немного решили вас, так сказать, помучить, сыграть с вами, да? Каждому артисту выпадают различные игры, но, как говорится, музыкант, он талантлив во всем, я так думаю, и должен справиться с любыми задачами. Ну, конечно, все про музыку, да, про Новый год. Ага. Вот для тебя сейчас будет такой небольшой интерактив. Задача простая. Слушаем композицию музыкальную и должны отгадать, что за музыкальная композиция. Мгм. Но фишка в том, дорогие друзья, что эта композиция будет играть задом наперед. О, здрасте, приехали. Здрасте, приехали. Ну, в общем, по сути, так как говорят люди, которые нам нарезки эти делали, они Мгм. говорят, что несложно. Я, Я честно, не знаю. надеюсь. Мне медведь на ухо наступил, и это вообще не про меня. Я надеюсь, что все-таки ты справишься с этой задачей. Готова? Хорошо, главное, чтобы не сильно современные песенки были. Я их не знаю. Хорошо. Ну так, ну давайте, первую композицию нам, пожалуйста. Варианты есть? Ну, это мужчина, наверное. Хорошо. Мгм, так. Знаешь, Можно еще раз послушать? Да, Что-то здесь нужно, знаешь, напоминает. как мне говорили, нужно ловить момент вот именно там, где затягивается. Ага, То ага. есть там, где много-много говорят, можно на это не обращать внимания. А Мгм. там вот, где какой-то есть затяжной момент, вот здесь можно словить и поймать хотя бы слово как задом наперед. Ага, Давай окей. еще раз. Мне кажется, эта песня вообще 1 января почему-то ближе. Мне такое ощущение, что кто-то проснулся после хорошего такого Мгм. Нового года Мгм. и запел. Ну, Но там, нет, там трубы какие-то знакомые прямо. Или это не трубы? Пес его знает, слушай. Мгм. так, ну давай, не будем тебя Мгм. долго мучить, поставим оригинальную версию. Oh, the weather outside is Oh, frightful, but the fire is so delightful. Let it go, Since let we've it no go. place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Да, 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 да. It doesn't И show вот твои signs of гум-гум-гум. stopping. Мгм, да, да, I да. brought some Трубы знакомые, corn говорю же. for popping. Трубы знакомые. Хорошо, первая новогодняя. Поехали дальше. Ничего не отгадаю, наверное. В общем-то, на каком языке? Так, ну смотри, Мгм. давай, я думаю, нужно еще один Дубль. дубль, а потом уже попробуем просуждать. А слишком мороз, я слышу, слишком мороз. Мороз. Нет, ну тут мальчики и девочки. Новый год к нам мчится скоро, да? Дискотека авария, Ага. думаешь? Я, честно, не знаю. Давай проверим. Правильный ответ. Скоро все случится. Один есть балл в твоей копилке. Хорошо, третья композиция. Поехали. О. Абба. Happy New Year, Happy New Year. Мгм. Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision how one day. Видишь? all the world. Что-то прям с первых нот. Да. Я за голос их узнала. А. Но у них такой
фирменный голос. Хорошо, Мгм. еще одна есть у нас для тебя композиция. Мне кажется, что как будто заела пластинка некая, да, и вот просто она тянет и тянет, тянет и тянет. Мам. Это на русском? Вообще не могу понять. Зимой, мне кажется, что-то. Ага. Что-то знакомое, опять же, никак не могу вспомнить. Вот интересно, сейчас наши телезрители вообще у кого-то есть какие-то идеи, да? То есть сейчас Ага. вместе с тобой пытаются отгадать эту композицию достаточно много жителей нашей республики. Ну, если они угадали, они очень большие молодцы, Да. потому что я вообще по нолям. Правильный ответ нам в студию. Правильный ответ нам в студию. А. Что не будем мучить нашу Мгм. Алену, я думаю, пора перейти к правильной версии этой музыкальной новогодней композиции. Я Кто другую бы версию мог- слышала просто этой песни. Кто бы мог подумать, да? А кто это? Интересно. Есть повод над чем поразмышлять Мгм. сегодня вечером. Хорошо, и, по-моему, есть еще одна финальная, да, у нас? Что-то бубнишь, бубнишь. И Еула, я слышу. Да, я тоже слышу якутский язык. No. Типа это старое что-то, судя по записи, что-то старое, американское, наверное, да? Snow. Аретта Фрэнклин. Все новогоднее. Нет, я могу тебе подсказать. Мгм. Ну, коль уж мы уже об Happy New Year Мгм. слышали, еще есть одна песня, которая играет во всех гипермаркетах, детских садиках, телеканалах. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Ну, На-на-на. простите, извините, не могла не подсказать. Правильно. Послушаем оригинальную версию. Вот же, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Да. Jingle Да. bells, jingle Вот bells, jingle all Великая музыка. Да. Ален, мы благодарим тебя за то, что принимаешь участие в подобных проектах. Ты всегда за, мы это знаем. Поздравляем тебя со всеми новогодними и рождественскими праздниками. Спасибо. Ну и, конечно, вся республика готова вновь услышать твой потрясающий голос и твою группу. Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight, can't you see
Can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. I've been loved for the first time, and I know that it's true. I can tell that you look in your eyes. Ты говоришь мне о любви, но разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Когда-нибудь, но не теперь, придет любовь, чтоб стать судьбою. Пройдет, как ливень, как метель, все заслони вокруг собою. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Может быть, я вдруг сама взгляну в глаза твои иначе, и станут вещими слова, что ничего сейчас не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь.
В нашей студии потрясающая, талантливая Марго Мухамеддинова. Марго, привет. Привет. И она сегодня у нас не одна, а со своим милым питомцем. И вот так уж случилось, что это и есть символ 2023 года. Это черный кролик. Расскажи немножко про него, как его зовут, сколько ему лет. Его зовут Роберт. Вот, мне кажется, ему очень идет. Сколько лет? Ему, наверное, года 4. Около 4 лет. Да, около 4 лет. И вообще декоративные кролики очень интересные и милые животные. Они в зависимости от породы могут быть супер пушистыми или гладкошерстными. Есть с лежачими ушами. Вот, как видите, у меня уши торчком. Вот. То есть это вот такой твой друг, так сказать, да? Друг, да, они очень нежные и очень быстро привязываются к людям, поэтому при достаточном внимании, уходе они отдают свою любовь, нежность. Да, он сейчас немножко в неком таком шоке, да, но давай немного поговорим про его характер. Вот спокойны ли эти животные? Вот я слышала о том, что если кролик в доме, значит в доме будет вечный хаос какой-то. Правда это или нет? На самом деле это не так. Кролики очень спокойные, очень спокойные домашние животные. Для них не нужно много места в квартире. Достаточно клетки в примерно 1,5 метра. И в принципе, их можно отпускать гулять по квартире только под присмотром, потому что они очень сильно любят все погрызть. Стулья, столы, провода. То есть все-таки грызуны, да? И Да, вот да. нужно об этом только познать. Вот он себя немножко очень волнительно ощущает, и я понимаю, наверное, еще и мой голос ему не особо нравится, да? Да, они на самом деле очень пугливые, и я знаю, что некоторые люди выходят с ними гулять по улице, это опасно, потому что у них очень слабое сердце. То есть они остановка пугаются, сердца да, они пугаются шума, громких звуков. По идее, они могут привыкнуть, но не все такие стрессоустойчивые. То есть- Например, он не нервничает немножко. То есть, Роберт, прости, пожалуйста, что мы подвергаем, да, тебя такому случаю, как остановка сердца, но я думаю, он справится, да. А что касаемо питания, вот, наверное, многие сейчас вообще, наши телезрители, захотят завести вот того кролика прекрасного, вроде бы милого, да, и ну как, символ года, может быть, и удача придет вместе с таким домашним питомцем, да? Чем ты его кормишь? Вообще он очень непривередливый, достаточно качественного корма без добавок, свежие овощи, зелень и пару раз в неделю фрукты. Если сравнивать по затратам по уходу за собакой или кошкой, то кролик обходится намного дешевле. Дешевле. Да. Ну, и следующий вопрос. А сколько ж лет-то будет радовать такое милое существо вас, если вы вдруг его захотите завести? Ну, я надеюсь, что он будет радовать подольше, потому что все равно привыкаешь и привязываешься. Так, в целом, они живут от 9 до 12 лет при хорошем уходе. Вот ты рассказала про него, прям сразу захотелось приобрести кролика, но, наверное, есть некие такие подводные камни, минусы. Да, конечно, есть. Ну, я бы не сказала, что это минусы, это скорее его особенности. Например, он не подойдет как первое домашнее животное для детей, потому что у них очень хрупкие кости, и поэтому с ними нужно быть аккуратными. Вот они такие не нежные, как и снаружи, точно так же внутри. Да, точно так же внутри. Ну и опять же, если отпускать их гулять по квартире, нужно следить за тем, чтобы они ничего не грызли, потому что у них вообще на протяжении всей жизни постоянно растут зубы, и поэтому им нужно их постоянно Пилить. Да, ну как, да. Затачивать. Да. И если они не стачиваются естественным путем, нужно обращаться к ветеринару, который занимается именно спилкой зубов, но не во всех ветеринарных клиниках есть такие специалисты, поэтому нужно быть очень внимательным. А в целом просто корми его кормом, да, бегает, радует, погладь его, да, Да. звуки не издает, не гавкает, не Не мяукает, пахнет, да, не он пахнет. не пахнет. У него еще, кстати, очень классный бонус. Я сама аллергичная, а кролики, у них гипоаллергенная шерсть. Да вы что? Да. То есть даже если и будут летать клочья, да, некие, то есть Да. человеку, страдающему аллергией, Да. будет все хорошо с ним, да. Ну и смотрите, он в принципе уже привык к студии, я думаю, прям мог и запеть бы, наверное, с тобой, да, но мы не будем мучить животное. Ну и вообще как символ года, да, черный кролик. Вот мы разговаривали до этого с Аленой Дегтяревой, она сказала, что вот сейчас надо
Можно надеть черное, встречать Новый год в черном цвете, да, либо можно голубой, да, значит, коричневый цвет тоже в тренде, да. Ну а ты вообще вот относишься как к таким традициям и новогодним таким приметам? Ну, к приметам не как-то скептически отношусь. Я могу надевать какие-то вещи только для настроения. Типа, о, Новый год, там, год кролика. Прикольно, наверное, надеть что-нибудь пушистое или по цвету, чисто как элемент создания праздничного настроения. Да? Ну а вот то, что у тебя есть кролик черный, ты надеешься, что именно благодаря ему следующий год будет для тебя успешнее? Ну, я не скажу, что благодаря нему. Ну, даже не знаю, что сказать. Хочется верить, да, в это? Да, да. Но я думаю, все твои друзья, наверное, будут приходить к тебе как можно чаще в этом году, лишь бы немножко дотронуться до него, возможно, поцеловать его и тем самым привлечь к себе удачу. Да, да. А так, нервничает наш Роберт. Роберт, держись немножечко, порадуй пока наших телезрителей. Ну и, Марго, сегодня мы на музыкальный вечер приглашаем артистов и проводим некие такие конкурсы или, как бы сказали, молодежь, челлендж. Ну и для тебя мы подготовили тоже небольшой музыкальный конкурс. Конечно же, связано все с чем? С Новым годом и с музыкой. Поэтому сейчас условия будут просты. Ты сейчас услышишь известную композицию новогоднюю, но в какой-то момент заглушат небольшой отрывок этой песни. Тебе нужно будет лишь продолжить ее. Проверим твое, знание музыкальных новогодних песен. Готова? Давайте, да. Готова? Ну давай, первая композиция, поехали. Кабы не было зимы В городах и селах никогда б не знали мы этих дней веселых. Не грустила малышня возле снежной бабы, не петляла бы лыжня. Кабы, 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 да не петляла бы лыжня. Молодец, справилась. Умничка, даже не строчку пропела, а последующие еще 4. Да, я там, Хорошо. правда, слова Да. перепутала. 1-0 есть. Хорошо, дальше поехали. Новый, 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 Новый год. Все мечты исполнит. Новый, 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 Новый год. Мы на год запомним. Новый, новый, Новый год. Мы на год запомним. Новый, 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 Новый год. А дальше я не знаю. Кстати говоря, я тоже впервые слышу эту композицию. Давай послушаем правильную версию, Давай, как должно давай. было быть там. Ну ты молодец, справился. Новый, Новый год. Это мы все уже услышали. Не жалейте свечи. Новый, 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 Ну Новый так там было. Ну да, логично. новогодний вечер. Вот. Вот такая композиция новогодняя. Тебе, знаешь, так на заметку, потом, может, где-нибудь споешь на концертах. Да, Почему спасибо. бы нет? Да, хорошо. Третья композиция. Поехали. Звенит январская вьюга, Это знаешь? и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, И шумят города, не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Молодец. Даже не будем включать правильную версию, потому что точь-в-точь попала. Бинго. Следующая. О, так много песен. идет, а снег идет. И все вокруг чего-то ждет под этот снег, под тихий снег. Хочу сказать при всех, мой самый главный человек. Она знает все. Взгляни со мной на этот снег, он чист как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Ну так даже не интересно, дорогие друзья. Она знает все композиции. Так, даже Роберт уже все запел практически, мне кажется. Так, хорошо. Следующая, финальная. Давай. А снег не знал и падал, а снег снег не знал и падал. Земля была прекрасна,
прекрасна и чиста. И теперь Снег кружится, Это мы все знаем. летает, и поземкою что-то там Тра-та-та. да, заметает зима, заметает все, что было до тебя. Тоже засчитано. Молодец. Ну, обратите внимание, насколько талантливый человек наша Маргарита. Практически все композиции знала. Я думаю, наверное, и многие телезрители сейчас пели вместе с тобой и вспоминали вот те самые новогодние хиты, да, которые были в известных кинолентах, да, на концертных площадках много-много лет назад. Роберт у нас все уже посматривает на Пол. уже хочет здесь пройтись. Но мы не будем его мучить, мы его отправим уже в свою клеточку. Ну а тебе, Марго, мы вновь предоставляем, ну, так сказать, слово, нашу сцену, потому что республика хочет услышать тебя вновь и вновь. When I look into your eyes, I see an endless story. Every time you touch my soul, it feels like love and glory. 'Cause you are the one who makes the sunshine bright. You are the one who's in my mind. Give me a reason to be next to you and live for you. With you, wanna be together. With you, wanna stay forever. With you, till the end and ever. With you, I find my way. Ты сейчас, наверное, спишь, смотришь снова повторы. На листах московских крыш я рисую море. И в него бросимся мы с головой, и со дна-то нас поднимет вверх волна. Ну и пусть утро смоет красок грусть, я вернусь с тобой, зажигая звезды с тобой. Знаю, что не просто с тобой, рано или поздно с тобой, всегда с тобой. И если ты захочешь, я буду каждой ночью менять слова и лица, чтобы тебе присниться. Поверь, я буду рядом, мне ничего не надо, только ты. Мне нужна только ты, зажигая звезды с тобой. Знаю, что не просто с тобой, рано или поздно с тобой, всегда с тобой. With you, wanna be together. With you, wanna stay forever. With you, till the end and ever. With you, I find my way. I find my way with you. Сегодня целый день идет снег.
Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда все тоже было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он был белый-белый, как чистый лист. И мне казалось, что мы напишем на этом листке повесть. Повесть о нашей любви. Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает, и по зёмкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. На выпавший на белый, на выпавший на белый, на этот чистый невесомый снег ложится самый первый, ложится самый первый, и робкий, и несмелый на твой похожий след. Снег кружится, летает, летает, и по зёмкою клубя на-на-на-на-на заметает зима, заметает все, что было до тебя. Раскинутся просторы, раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. И верю я, что скоро, и верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружится, летает, летает, и по зёмкою клубя на-на-на-на-на заметает зима, заметает все, что было до тебя. Ла-ла-ла, 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 Наш музыкальный вечер продолжается, и в гостях у нас сегодня Татьяна Ющенко. Танечка является у нас обладательницей прекрасного голоса. Я думаю, многие из вас, дорогие телезрители, уже в этом убедились. Также она принимает участие в различных вокальных конкурсах, да, и занимает почетные призовые места. Таня, здравствуй. Здравствуйте, а я сегодня не с пустыми руками, я принесла вам имбирное печенье, которое, кстати говоря, сама пекла. Да? Да. Так, хорошо, Это для мы вас любим и подарки. для всей съемочной группы. Посмотрите, какая красота, дорогие друзья, имбирные печенья. Ну вот это вот прямо уже есть даже запах и вкус Нового года, да? Ну тогда, раз уж ты сама их испекла, вот посмотрите на эту красоту.
секрет имбирного печенья, давай. На самом деле рецепт очень прост. С этим рецептом справится любая девушка и даже ребенок. Да. Необходимо все то, что нужно для обычного печенья. Это масло, комнатной температуры обязательно, мука, сахар и самое главное это пряности. Имбирь, конечно же, да, от названия имбирное печенье. Без имбиря странно было бы, да? Да, естественно. Кто-то, кстати, добавляет еще корицу. И готовится очень просто. Духовку нужно разогреть на 180 градусов и выпекать примерно 10-15 минут. То есть 15 минут — это такая красота? Нет, ну главное же дизайн. Конечно, дизайн. да. Украшать это вообще одно удовольствие. И, вот, кстати, в преддверии Нового года очень классно именно вот такие имбирные печенья стряпать, потому что проводишь время с семьей, можно с ребенком заниматься, да, ну как бы своего рода тоже творчество. Поэтому вот очень классно. Для этого можно купить в специализированных магазинах продают специальные смеси уже, да, готовые, которые разбавляешь и украшаешь. Либо можно белок, яйцо, сахар, да, что-то вот такое приготовить, или айзинг. Вариантов много на самом деле. Ну и примерно вот сколько на изготовление, ну вот я не знаю, тут сколько их там, 10 штук, сколько времени понадобится? Плюс-минус. Ну, плюс-минус, наверное, минут 30, где-то так, 40 где-то. Если не учитывать, что тесто еще должно настояться, чтобы быть податливым, эластичным, в холодильнике минут 15-20. Хорошо, Таня, а я видела, ну, как бы не только я, наверное, видела, а многие знают, что сейчас очень модно украшать новогоднюю елочку, да, имбирным печеньем, то есть сюда ленточку, и вся елочка у тебя вот в этих человечках, да, в нашем случае могут быть зайчики, да. После этого печенье съедобно или нет? Да, оно съедобно, потому что имбирное печенье, оно хранится очень долго. До полугода может храниться спокойно, просто потом оно становится более такое черствое, жесткое. Его просто можно в чай, допустим, смачивать и как бы наслаждаться. Вот очень вкусно. То есть такое долговечное, да? Да. А если подарок такой сделать, то можно летом прийти и чай попить, в принципе, да, с друзьями? Условно, да, почему нет? Почему бы нет? Спасибо большое тебе, да. А вообще, как-то я даже, вот честное слово, ну, всегда видела в магазинах, видела на елочках, да, думала, ну, имбирное печенье. Туда реально кладут имбирь? Да, реально кладут имбирь, подойдет либо гранулированный, который сухой продается, да, ну вот как приправа в пакетиках, либо если у вас имбирь уже вот в первозданном виде, то можно его на терочке натереть и добавить в тесто. Ну, как бы это и есть фишка имбирных пряников, за счет имбиря такой пикантный вкус. Какая ты умничка. А с чего вдруг вот так вот пришлось тебе окунуться в этот мир? Я вообще люблю имбирное печенье очень, и я даже знаю несколько интересных фактов. Да ты что? Да, Давай сейчас делись. поделюсь. Ну вот, например, родина имбирного печенья – это Англия. И, кстати, в Англии девушки незамужние на удачу пекли себе имбирных мужей. Да ты что? То есть я его слепила из того, что было, Да-да. добавила имбирь, украсила его, и, собственно, какого сделаешь, такого и получишь, да, в следующем году? Ну вот, чтобы встретить быстрее настоящего мужчину, девушки пекли себе имбирных мужей. На заметку всем. Да, я думаю, многие телезрительницы прямо сейчас рванули к духовке, да? И еще какие есть традиции, связанные с печеньем имбирным? Традиции есть, и, кстати, я знаю очень классное гадание Да? на имбирных пряниках, да. То есть можем с тобой сейчас, кстати, как-то я буду говорить, а ты будешь делать. Сначала расскажи, Таня, что делать, потому что... Так, все просто. Берешь имбирный пряник, нужно положить его в ладошку, загадать желание, накрыть второй рукой и разломить печенье. Если печенье разделится на 3 части, то ваше желание сбудется. Так, желание. Да. Это уже не история не про мужчин. Нет, Которые это уже мы- не про мужчин, это может быть любое желание. Ну, вот, сокровенное в преддверии Нового года, чего бы хотелось. Так, ну давай. Я могу твоё подержать. желание? Давай. Мгм. Давай сначала ты первая. Так, сейчас крошки полетят. Так. Мгм. Надо раздавить на 3 части. Да, да, разломить печенье. Ну, как бы, если на 3, то значит желание сбудется. Что у тебя там? Но, увы, не у меня. Сколько их сегодня? 2. 2 части? Да. Ой, мне стало очень интересно. Но у меня вот, ты здесь упаковала так все красиво, Мгм. да, даже доставать не буду. То есть у меня вариант есть вот новогодний такой Мгм. сапожок. Так, ну что делаю? Кладу на ладонь, Загадываешь желание. загадываю желание и раздавить на 3 части. Так,
Надо сильнее двигаться. Сильнее, да. Вот смотри. Ничего не знаю, у меня 3, товарищи. У меня 3 части. Мое желание сбудется. Класс. Если мое желание сбудется, я вернусь в следующем году к тебе с целым тазиком этого печенья, понимаешь? Да, обязательно сбудется. Я Вот. буду ждать печенье. Вроде бы мелочь, а так приятно, действительно. Ой, спасибо тебе большое, Таня. Но новогодний наш музыкальный вечер продолжается. Так, ой, мамочки, столько радости, столько радости. Хорошо, спасибо, все попьем чай чуть позже. Ну и, как я уже говорила, мы приглашаем сегодня вокалистов, артистов, музыкантов не Так. просто так. Мгм. Для всех испытания. Вот ты такая добрая пришла сегодня с печеньем, ну а мы хотим отблагодарить тебя своей монетой. Для тебя будет конкурс. Я знаю, что ты очень любишь петь Да. и знаешь очень много музыкальных композиций. Наверное. Наверное, да. Помимо того, что ты пишешь еще, да, Мгм. сама. В общем, задача простая. Следующий год у нас год кролика. Мгм. Мгм. Ну, либо... Я уже боюсь. Не бойся. Итак, кролика, либо зайца. Ага. Ну, мы переделаем его на зайца. Так. Музыкальных композиций знаешь очень много. Вот задача простая. Играем со мной в конкурс. Ага. Нам нужно вспомнить музыкальные композиции, возможно, из кинофильмов, возможно, из каких-то мюзиклов, где есть упоминание о зайце. Ну, о кроликах мы не будем, потому что логично, что о кроликах песен-то не так уж много. А вот про зайцев. Ну, в моем случае я просто говорю, а в твоем случае ты немножко напеваешь. Потому что я не буду пугать телезрителей, Ага. не имея к музыке никакого отношения. Я правильно понимаю, ты мне говоришь Я текст песни? Нет, начнем с меня, Ага. потом ты. Потом я, потом ты. Потом я, потом ты. Оф, хорошо. Ну что, с меня первая. Первая песня. Пьер Нарцисс. Знают все. Я шоколадный заяц. Я ласковый мерзавец, я сладкий на все 100. О-о-о, заяц есть. Это первая песня, которая мне в голову пришла. Так. 1-0 в мою пользу. Поехали дальше. Окей. Зайка моя, я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю. Все. Как все дальше? Мне так понравилось. Просто хватит. Хорошо, так. У меня. Трусишка, зайка серенький, под елочкой скакал. Та-та-та-та-та-та. Кстати, неплохо поешь. Да? Да, Всё. вообще-то. Я поняла, тонкий намек, что лучше не пой. Хорошо, 2-1. Кажется, я тебя проиграю сейчас. Я не знаю больше. Мне ничего в голову не лезет. Подумай, подумай. Блин. Сейчас. Она все равно, пусть боимся мы волка и сову. Где заяц? Там где-то был заяц. Дело. Есть у нас самый трудный час, мы волшебно. Где? Нет, вот в начале, чуть-чуть вперед. Ну были же зайцы Были, там, правильно? правда? Ну, песня так и называется. Да, песня про зайцев. Правильно. Согласна. Да? Ладно. Правда же? Правда. А я вспомнила, вот пока ты сидела, думала, я, кстати, больше тоже не знаю Ага. песен про зайцев, но пока у нас 2-2 счет. Я вспомнила, почему-то вот у меня картинка есть Анжелика Варум с такой вот шевелюрой поет «Розовый зайчик, где-то там, что-то стоит, он на каком-то столе». Ну, в общем, посмотришь, есть такая песня. Да? «Розовый зайчик». Да. Вообще не знаю, кстати. Да. Будет повод Мгм. посмотреть. Так, ну и что у нас, 2-2? Нет, уже 3-2. Думай еще думай. Господи, пошли мне подсказку. Могла бы я тебе предложить звонок другу 50 на 50. Так, было. Пройди по мультикам. Ну, песня из «Зайца, погоди». И зайца, погоди. это что там? Песня из мультика «Ну, заяц, погоди». Давай. Там же что-то «Ну, заяц, погоди». Такая песня была? Да. Сейчас Ну, многие было же. телезрители, наверное, думают, что мы тут с тобой фантазируем Нет, уже. ну было же что-то.
Было что-то, ну, заяц, погоди. Но он всегда говорил там в конце. Ну, заяц, погоди. И ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все отлично. Ну, в общем, счет у нас 3-3, а значит что? Победила Дружба. дружба, поэтому мой запас на этом исчерпан. Я думаю, тебе тоже будет чуть сложнее. Ну, а наших телезрителей мы не будем томить. И, конечно же, вновь восхитимся твоим потрясающим голосом. Ты заполняешь пустоту пространства, с твоим присутствием трудно дышать. А я привыкла больше не сдаваться. Ну а тебе протяну белый флаг. Как можно видеть сны, когда ты в голове, весь кайф внутренний во мне. Не погибнет в тебе там все, что у меня. Всю любовь, только не брось ее у алтаря. Разлетая кофе на простыне и в туман. Мне нужно лететь до встречи Гаревуар. Мой ломаный английский, давай по переписке пойдем на все риски. Разлетая кофе на простыне и в туман. Мне нужно лететь до встречи Гаревуар. Мой ломаный английский, давай по переписке пойдем на все риски. Связанный током, может, и ты не привык к такому. Я тоже на полпути. Лезешь под кожу до дрожи. Тебе самый верный шаг сделать сложно. Поторопись. Потерянный взгляд не заметила. Поздно взял за руку, ты сам во всем виноват. Сотри моменты, я смотрю на небо. Только звезды знают, где ты. Разлетая кофе на простыне и в туман. Мне нужно лететь до встречи Гаревуар. Мой ломаный английский, давай по переписке пойдем на все риски. Разлетая кофе на простыне и в туман. Мне нужно лететь до встречи Гаревуар. Мой ломаный английский, давай по переписке пойдем на все риски. На простыне и в туман. You are so kind. You are so dear. Where is my mind? 'Cause you are near. Near like a heart. Near like a God. I'll never stop this life above. Please stay with me. Please don't leave me. And be with me. Never tell me. Please stay
Наш музыкальный вечер на телеканале Якутия-24 продолжается. И сейчас у нас в гостях находятся ребята из джаз-бенда Session Club. Знакомьтесь, Егор. Здравствуйте. Помаши ручкой. Дмитрий. Валентин. Здравствуйте. И Владислав. Вот такие талантливые ребята. Ну и давайте немножечко поговорим о истории создания вашего бенда. Как давно вы вот встретили друг друга и как давно работаете в этом составе? Ну, наш джаз-бенд, в первую очередь, он при оркестре Государственного цирка Республики Саха-Якутия имени Марфа и Сергея Расторгуевых. Там мы, собственно, и встретились. Нас собрал заслуженный деятель искусств Андриан Анатольевич Егоров, дирижер оркестра цирка. Вот, в 2012 году наша банда, так скажем, сформировалась, и с тех пор мы играем, пишем музыку разную, причем песни, ездим на гастроли. У нас, получается, в багаже уже 2 крупных фестиваля международных, ну или больше на самом деле, да, но они тут, то есть выезды большие, крупные у нас 2. 2. Ну, то есть достаточно большой опыт уже, да? И это вот полный состав или у вас еще есть ребята? У нас состав, в принципе, не менялся, по инструментам я имею в виду, да. Вот недавно в наш коллектив влился Дмитрий. До этого на бас-гитаре у нас был Валентин, но он сейчас пересел на ударный. То есть Валентин у вас такой универсал, да? И Да. играет и на гитаре, и на барабанах, да? В принципе, мы все универсалы. Все универсалы. Да. То есть Владислав у нас может сесть, допустим, на клавиши, но я на саксофон не могу. То есть не все могут, да? Хорошо. Ребят, я хотела с вами поговорить сегодня на тему новогодних подарков. Но раз уж вас 4 человека в студии, как раз-таки эту тему и необходимо обсудить, потому что, несмотря на то, что Новый год уже не за горами, возможно, многие до сих пор бегают по магазинам и думают, что бы приобрести. Вот, может быть, ваши советы сегодня помогут кому-то все-таки определиться на этом пути. Егор, давай поговорим с тобой. Вот что ты считаешь лучшим новогодним подарком? Ну, лучший новогодний
подарок, наверное, это... Я вообще, ну, человек практичный, поэтому что-то практичное, что-то связанное именно с конкретным человеком, допустим, маме там, если не хватает там мощности в телефоне, там все время зависает, новый телефон купить, Мгм. допустим, что-то долгоиграющее должно быть, я думаю, и именно связанное с этим человеком, то, что именно сейчас происходит у него в жизни, и то, что будет ему в новом году помогать в жизни и так далее. То есть ты не за сюрпризы, допустим, какие-то неожиданные подарки. То Ну, есть почему- все так практично очень. Ну, почему же? Эти подарки тоже могут быть сюрпризом. Я могу об этом не говорить, но думать об этом там месяц, допустим, целый, да, ну, начиная с начала декабря и уже потом резко, не говоря, подарить то, что человеку нужно, но он не говорит об этом. А что касаемо, допустим, креативных каких-то подарков, сам ты что-нибудь делал подобное? Ну, конечно, что-то руками делал, но в основном, конечно, это музыка. Музыка, Да, то, что умею лучше всего. получается. Да, ну, песни писал. Что еще? То есть писал вот так, да, близким? Ну, или посвящал какие-то свои крупные работы людям. Как здорово. Ну, мне кажется, для многих наших зрителей это был бы самый, наверное, такой классный подарок, потому что действительно редко же встретишь музыканта хорошего, который тебе еще посвятит свою какую-то музыкальную композицию. Хорошо, переходим к Дмитрию. Дмитрий, Да. для вас лучший новогодний подарок это что? Ну, опять же, простые вещи получаются, Мгм. да? Но детям, наверное, самый лучший подарок, ну, сравня с собой, да, Мгм. когда я был маленьким, это получить подарок от самого Деда Мороза. Это было, да. Это было супер, да? Да, Вот это больше всего вам в памяти, да, осталось? да, Вот осталось, именно ага. Дед Мороз. Именно детское впечатление осталось, Поэтому вы и для детей, наверное, сейчас стараетесь особое внимание уделить да. именно подаркам. Вот подальше всех сидит у нас Валентин. Валентин, как у вас обстоят дела с новогодними подарками? По-разному. Когда я успеваю покупать, когда не успеваю, и приходится там что-то, не знаю, соображать. И дело, когда доходит до момента выбора именно подарка там для кого-то, особенно там для жены, я не знаю, для мам. Ну так уж получилось, у меня там женское царство, короче, дома. И все, у меня начинается сразу творчество пропало. Я такой, что же делать, кого же дарить? И вот лезу, гуглю, короче, в общем. То есть посредством, да, каких-то советов. То Ну есть да. там вы ищете идеи или ищете какую-то там ценовую какую-то принадлежность, именно там подарок в размере там 1000 рублей? Или все-таки ищете, что Не. актуально именно в это время? Именно то, что актуально, конечно. Ну, идею. Идею? Там может что-то, допустим, натолкнуть вот, ну, на какую-то мысль, потом, ага, вот я вот что подарю. Ну, тогда пример такого, ага, когда у вас было. Да у меня всегда так. На любой праздник, там 8 марта, я не знаю, Ну, а что-то интересное получали или дарили? получал. Ну, про то, что дарили, это, скорее всего, судить тем, кто получали. А вот то, что я получал, это когда я был маленький, в детстве, мне Дед Мороз, который был папа, потом, как оказалось, привез с Новосибирска приставку. Это было вообще просто, ну, то есть, было это довольно-таки давно, и в то время у нас в городе их еще приставок таких не было. И, то есть у нас во дворе у меня первого появилось. Вот так. Это было вообще... Шок-контент, да? И вы, Ну, наверное... это самое такое с детства, наверное, ну, вот про подарки самое запоминающееся. Самое интересное, что вот папа был Дед Мороз. Мне кажется, Вообще, это секрет. сейчас у многих ребят у экранов нашего телевизора просто какая-то мечта, возможно, новогодняя. Уберите детей от экранов. Растворилась, что типа был же Дед Мороз, на самом деле это папа. Ну, переходим к саксофонисту, это уже у нас Владислав. Владислав, какие подарки вы считаете самыми, ну, допустим, лучшими? Подарки, во-первых, это всегда головная боль, но мне кажется, что все-таки лучший подарок это сделанный своими руками. А вы сами творите? Ну, вот я тут не с пустыми руками пришел. Так, что-то интересное появится в Вот. нашей студии. Сейчас Так. аккуратненько. Вот, Это вы сами сделали? да. Ну, у многих бывает то, что от наборов бокалов остается один, два, ну, которые тоже на стол уже не поставить. Мгм. Вот, и чтобы как-то его реанимировать, вот можно сделать из него подсвечник. Причем абсолютно из любого бокала можно. Можно снизу наполнить шариками, мишурой и свечку поставить. Ну, в общем, кому насколько фантазии хватит. Ну-ка, давайте Вот. посмотрим поближе. Так, дорогие друзья, берем на заметку. Смотрите, то есть вот бокал, мы его перевернули, да? Видно, да, я надеюсь, всем? Итак, был бокал, перевернули, сюда
наверх установили свечу, отдекорили, и вот такой подсвечник на новогодний стол, мне кажется, будет Замечательно. очень к месту, да? Ну а как вы сказали, куда нужно шарики-то? Ну, зависит от формы бокала, можно снизу его чем-нибудь наполнить. Ну у нас здесь мало места, можно взять побольше Да, бокальчик, можно да? взять винный для шампанского. Ну, там, из Рокса не получится, но можно и снифтер, например, тоже такой интересный подсвечник будет. А вы смотрите, сколько Владислав названий бокалов-то знает. Увлеченный человек, да? Как вы сказали, Рокс и что еще? Снифтер. Вот так. Берем на заметочку. В общем, дорогие друзья, если вдруг у вас остался ненужный бокал, и вы не знаете, куда же его приспособить, самое главное, не выбрасывайте. Переверните вот сюда к ножке, прикрепите свечу, возможно, может не свеча, может быть еще какой-нибудь новогодний атрибут, и у вас будет, вот такой замечательный новогодний подсвечник. Ребята, большое спасибо вам за такую приятную беседу, за такой лайфхак по поводу новогоднего подарка. Я думаю, многим телезрителям это пойдет на пользу. Успевайте, еще есть время сделать вот что-то своими руками к новогоднему столу. Ну а сейчас, по нашей традиции, всех музыкантов мы немного мучаем. Мы проводим такой небольшой музыкальный конкурс. Ваша задача будет сейчас. Для начала давайте прослушаем известную музыкальную композицию. But above all this, I wish you love. Знаем эту композицию. И вот здесь будет момент. Слышали? Вот этот дыщ. Вот, в общем, задача наипростейшая. Вот в этот дыщ нужно попасть хлопком. Понятно? Так, хорошо. Контакт есть. Дима улыбнулся, потому что, видимо, делает это постоянно. Думает, ерунда, да? Владислав такой сидит, думает, тоже интересная задача, да? С кого начнем, товарищи? Люфтпауза есть все равно. Музыканты уже прослушали, знаю, да? Знаете, многие люди начинают отсчитывать с какого-то слова, там, 1, 2, 3, 4, 5. Но я не знаю, чем сейчас будут музыканты себя, знаете, направлять на путь истины, да? Егор, что вы сейчас сказали? Есть что? Там люфтпауза есть небольшая. То есть немного растянуто, там надо несколько раз прослушать, чтобы точно знать, где, в какой момент именно хлопать. Так, вот я теперь подумаю, давать вам второй дубль или нет. Хорошо, ладно, еще один раз прослушаем. But above all this, I wish you love. Дима! Там, во-первых, замедление есть и вот люфтпауза. Остановите, пожалуйста, эту композицию. Хорошо. На одну долю. Не на одну долю, мне кажется, достаточно. Там не доля, там она замедляется, поэтому там люфтпауза такая. Егор теорию нам рассказал, ваш выход. Давайте слушаем. Именно сейчас вы должны попасть в эту ноту. Поехали. But above all this, I wish you Но я не уверен. love. Нет, все равно раньше. Мимо. Хорошо. Очень радуется вашему провалу Владислав. Потому что мне кажется, он попадет. Попадет, Потому что он в оркестре играет намного больше, чем я. Так, хорошо, Владислав, ваш выход. Пробуем. Поехали. But above all this, I wish you love. Нет, он сделал позже. Позже. Да, чуть-чуть позже. То есть человеку, который далек от музыки, как я бы сейчас стала кричать, он это сделал, но на самом деле вот на долю секунды, да? Да, он сначала услышал, потом... Все, хитрый Владислав, хитрый. Самый хитрый. Так, тем временем Валентин улыбается, так ехидно немножко. Давайте, поехали, для вас. по-любому. But above all this, I wish you love. Он даже не стал пробовать, да? Хорошо. Я просто считал, там, по идее, 4,5 четверти. Да мне кажется, нет. Там неровно. Нет, не ровно. Поэтому 4,5. Так, есть идея, да?
4,5 четверти? Ага. Сможешь повторить? Давайте. Попасть? Так, Владиславу Дубль отдельный. 2. Да, дубль, потому что он вон какую красоту сотворил. Ну, уже Принес столько раз нам. услышал, то, конечно, уже можно попасть, мне кажется. Хорошо, ну давай. Владислав, поехали. Above this, I wish you love. Вот, правильно, да, правильно, Бинго! да. 4И. Да, 4И. Мы это сделали. Ну что, дорогие наши телезрители, мы предлагаем вам сейчас присоединиться к этому небольшому конкурсу. Сейчас все, пожалуйста, кто сейчас находится у экранов телевизора, подготовьте свои ладошки. Ну а мы тем временем просто насладимся еще раз этой композицией. Напоминаю, что вы должны попасть именно в эту ноту, просто попав ладошками. Попробуйте, а почему бы нет? Поехали. But above this, I wish you love. Вы можете тоже попробовать еще раз. Почти. Да. Почти. Ну что, вот на такой веселой ноте мы благодарим вас, ребята, что вот поучаствовали так весело, дали нам такое небольшое настроение новогоднее. Ну и вновь предоставляем вам нашу студию, потому что Республика хотела бы услышать еще одну композицию в вашем исполнении. I'll be home for Christmas. You can blame on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in my dreams. I'll be home for Christmas. You can blame on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas
Этот год отчитал свои дни и уходят бесследно в печали. Новый год ожидания любви. Новый год мы так ждали, ожидание чуда. Это Новый год, старый год забудем, в новом повезет. В ожидании счастья тихий голос твой отведет напасти. Новый год, ты со мной. Ты со мной. Мы зажжем золотую звезду. Мы сегодня, как прежде, вдвоем, взявшись за руки в прошлом году. В Новый год мы войдем, ожидание чуда. Это Новый год, старый год забудем, в новом повезет. В ожидании счастья тихий голос твой отведет напасти. Новый год, ты со мной. Ты со мной. Ты со мной. Это Новый год, старый год забудем, в новом повезет. В ожидании счастья тихий голос твой отведет напасти. В Новый год, ты со мной. Ты со мной. Ты со мной. Мы приветствуем всех, кто, возможно, только присоединился к нашему эфиру. Это музыкальный вечер на телеканале Якутия-24. Сегодня в течение ближайшего времени у нас побывают в гостях артисты нашей республики. Вы услышите много музыки. Также обязательно мы немного поиграем с нашими артистами. Ну и, конечно, музыкальные поздравления вы услышите буквально вот совсем скоро. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Возможно, какие-то викторины и конкурсы вы можете взять себе на заметку и провести их в своем тесном семейном кругу в ближайшие новогодние праздники. А почему бы и нет? Ну и знакомьтесь, рядом со мной находится умница, красавица, лауреат многих крупных вокальных республиканских конкурсов. Это этнопевица Ирина Дускулова. Ирина, привет. Привет. Ну, во-первых, с Новым годом. С Новым годом. Конечно, хоть и для артистов это не время отдыха, да, а время активной работы, но как у тебя вообще новогоднее настроение? Отличная, как всегда. Каждый год новогоднее настроение все улучшается и улучшается. Потому что выступаешь, наверное, много, да? Да, и выступления есть, и семейные посиделки какие-то с друзьями, и работа. Все в совокупности один большой праздник. Сегодня мы уже восхитились вот твоим потрясающим голосом, да, и я, забегая вперед, напомню, что, конечно, еще будут, да, поздравления от тебя. Вообще, вот как ты проводишь новогодние праздники? Зачастую, знаешь, ну вот те самые там 10 дней, да, не знаешь, чем себя занять.
Кто-то печет, кто-то рисует, кто-то ходит в гости. Ну а вот твой идеальный новогодний вечер выглядит как? Мой идеальный новогодний вечер, наверное, выглядит как у очень многих за телевизором. То есть смотришь телевизор? Да, иногда, когда есть время, я обязательно смотрю. У нас такая семейная традиция. Да. Ну то есть смотришь, наверное, что-то новогоднее, да? Концерты конечно. или уходишь от музыки? Нет, я немного отдыхаю и смотрю какие-то такие спокойные, семейные, приключенческие фильмы. Ну, может, тогда дашь совет нашим телезрителям, что же можно посмотреть? Вот 1 января будет премьера фильма «Чебурашка». Я всем советую посмотреть этот замечательный фильм. Я уже видела трейлер, и я в предвкушении обязательно схожу со своей семьей на этот фильм, и вы тоже сходите обязательно и посмотрите. То есть это более такой мультяшный, да, что-то будет? Да. Фильм. То есть мандарина обязательно все там, и Чебурашка, и, наверное, слезы будут, и смех. Мне кажется, российская кинематография вообще очень взлетела в последнее время, и вот если посмотреть на Чебурашку, он вообще как живой. Ну, очень здорово, мне кажется. Хорошо, и еще что можно посмотреть? Еще можно посмотреть «Елки». Уже будет 9-я часть, если я не ошибаюсь. Я смотрела все серии, очень интересные. И главное, что у них такой сюжет, что у них не одну историю рассказывают, они несколько историй рассказывают. Там девушка выходит замуж и делает предложение руки и сердца, а она узнает, что ее молодой человек мошенник. Ну, это интересно, я считаю. Достаточно такая, знаешь, типичная ситуация, да? И вот все-таки найдет выход из этой. Да, я думаю, что все всегда заканчивается хэппи-эндом в такое волшебное время. А я, в свою очередь, знаешь, чтобы посоветовала нашим телезрителям посмотреть семейную такую драму, да, даже, наверное, мультфильм, а это «Пиноккио». Но «Пиноккио» это необычный, это режиссер Гильермо Дель Торо. Обратите внимание, именно этого режиссера нужно посмотреть картину. Очень интересно. Картина стартанула в декабре, но я думаю, самое время будет посмотреть ее в январе. Очень интересно. Я расплакалась. То есть это тот маленький Пиноккио, его папа Джузеппе. И очень трогательная история, замечательные саундтреки. И не зря эта картина была номинирована на много-много премий. Поэтому очень хороший, качественный фильм. Посмотрите обязательно. И я тоже обязательно его посмотрю. И еще хотелось бы посоветовать нашим телезрителям фильм «Одни на каникулах». Стартует с 12 января. Это аналог фильма «Один дома». Только здесь был один дома, а тут одни на каникулах. Там целая команда детей, которые остаются без родителей. И я думаю, это будет очень интересно. Я обязательно с младшими братьями хочу сходить на эту премьеру. Вот так. Ну, я думаю, хорошие советы. Ну, а вообще сама ты смотришь все-таки, там, допустим, более отдаешь предпочтение советским картинам или, допустим, тому же «Один дома»? Я смотрю все. Я вот начинаю, когда 31-го все там салаты, приготовления, ну, как всегда, ирония судьбы, да, с легким паром. Вот просто, я считаю, такие фильмы, которые будут всегда. И «Любовь и голуби», люблю фильм «Девчата». Вот, а обязательно после новогодней ночи мы смотрим фильм, это наш самый любимый фильм «Морозко», сказка «Морозко», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и еще «Золушка». И, кстати, у меня был опыт съемки в фильмах. У нас в Верхнеколымском районе есть своя киностудия, «Одун фильм» называется. Режиссером является Алена Николаевна Миронова. И мы, когда я там работала, мы там снимали фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки», и я была Оксаной. Да ты что? Да. Так еще говоришь «Оксаной». Да, именно там, они же так, разговаривают так интересно. И еще я снималась в фильме «Золушка», не современная «Золушка», а которая вот 60-х или какого года, точно не помню. Я была там мальчиком, мальчик Паш. У меня был такой рыжий парик, веснушки, я была в голубых линзах, но это было очень смешно и очень такой интересный опыт. И благодаря этому опыту я приобрела уверенность в себе, и я тоже благодарю. И, кстати, вы можете набрать в Ютубе ссылку «Киностудия Одун фильм», и там можете посмотреть фильмы все наши.
Ирина, спасибо большое за советы. Так пробежали по миру кинематографа. Я думаю, многие из наших телезрителей взяли на заметку себе, да, те самые премьеры, возможно, либо вспомните как что-то там из прошлого, да. Но я думаю, будет чем себя занять в новогодние праздники. Ну и мы для всех артистов приготовили небольшие такие конкурсы и развлечения, и наши телезрители также могут поучаствовать в них прямо сейчас, находясь по ту сторону экрана. А почему бы и нет? У тебя задача наипростейшая. Конкурсы у всех были разные, сразу скажу. До тебя были другие. Сейчас тебе попалась такая, ну, достаточно простая задача. Тебе нужно будет повторить то, что ты услышишь. Ну, то есть это может быть, знаешь, какой-то саундтрек, это может быть композиция, возможно, из мультфильма. Но это все с помощью твоих голосовых связок. Это реально, это все делали люди, то есть это не какая-нибудь компьютерная, там, знаешь, такая подстава, так сказать, да, нет. Это все сделано, все качественно, и ты сможешь. Ты же профессиональный певец. Ну, почти. Певица. Да, я думаю, раз уж тебе все по плечу будет тогда. Так, ну смотри, задача простая. Слушаешь и повторяешь. Окей. Окей? Но если будет сложно, возможно, разрешу сделать второй дубль. Но не факт. Так что лучше с первого раза. Ну, начнем, знаешь, с такого попроще, наверное, чего-нибудь. Итак, слушаем. Стоп, отлично, стоп. Вот здесь вот самое главное, вот эта концовочка, да? Ну, я думаю, ты узнала. Муслим Магомаев. Конечно, конечно, естественно. Но здесь определенно важен Тембр. тембр, да? Итак, второй дубль нужен? Если можно. Если можно. А можно нам чуть-чуть погромче, пожалуйста? Стоп, отлично. Итак, я думаю, ты справишься. Поехали. Молодец, я думаю, справилась, умничка. Спасибо. Так, теперь, наверное, у Ири просто испуганные глаза такие, она думает, что меня ждет дальше. Да. Дальше попроще все. Да? Поехали. Вторая композиция. Узнала. Да, конечно. Это Crazy Frog. Crazy Frog, да. Я думаю, это могут попробовать все дети, и это несложно. Итак, и еще второй дубль. Давайте еще раз послушаем. Итак, поехали. Стоп. Что с тобой, Ира? Похоже, а потом надо там еще что-то. Ну, я думаю, получилось, да, получилось. И там в конце еще. Да? Да, пусть будет, это твоя версия. Хорошо. Следующая композиция. На каком языке? Все, стоп, туда не будем уходить. Итак, вот это с самого начала. Еще раз. Поехали. Стоп. У меня есть узбекские корни, может, получится. Получится, давай. Молодец. Мне кажется, твои узбекские корни тебе здесь помогли очень, потому что, ну, я далека, конечно, от музыки, но по мне так вообще 100% попадание. Спасибо. Хорошо, следующее. Еще дальше будет. Вот это, конечно, такая, знаешь, изюминка на торте. Это, кстати, мой любимый мультик. Да? С детства, да. Ну, мы люди того поколения, наверное, молодежь современная даже не знает про такой мультик, но давай попробуем еще раз послушаем. Окей.
Точно. Я не буду просить тебя повторить еще раз, потому что я думаю, немногие телезрители выдержат это второй раз. Ну, очень, очень похоже. Ну и еще. Стоп. Эту музыкальную композицию знают, наверное, наши родители. Это было очень популярно тогда. Итак, ну здесь невероятное начало. Да, мы и в конце I'm a scat man. И все. Поехали еще раз. Ну, Ира, вперед. Удачи. Да. Скетмен. Ты, по-моему, до сих пор осталась в Crazy Frog. Да. У тебя даже вот эти вот руки, все помогает. Но похоже. И мне кажется, сейчас, ну, прости меня, но я думаю, ты просто должна это сделать. Да. Поехали. Прости, пожалуйста. Так, дубль нужен еще? Нет. Нет? Я думаю, тут все понятно, главное, все зависит от моих связок. Так, ну что, дорогие друзья, как это в цирке бы сказали, опасный момент, да? Готовимся. И... Лучше не повторять это. Лучше не повторяйте дома, мы обязательно пустим бегущую строчку. Поехали. Я что-то чуть со стула Я, не наверное, всех упала. оглушила. Я думаю, в этот момент наши телезрители успели сделать немножко потише. Но Да. я думаю, ну ты молодец, ты вообще... Мне бы дать такую задачу, я бы точно отказалась. Я даже пробовать бы не стала, дабы не испортить настроение новогоднее нашим телезрителям. Ну ты умничка, молодец. Спасибо. Спасибо большое. Вот такое небольшое новогоднее развлечение для тебя. Ирина, ну я думаю, сегодня мы просто обязаны дать тебе еще возможность поздравить всех жителей республики с нашими замечательными новогодними и рождественскими праздниками. Дорогие жители республики, я хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, любви. Будьте всегда внимательны друг к другу. Пусть все беды обходят вас стороной, и всегда над вами будет яркое солнышко. Хоть и сейчас солнышка у нас нет, но оно все равно всегда есть, и оно всегда согревает наши сердца. Всем удачи! С Новым годом! Fine line, a beautiful sea. I just to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. If I knew that we'd become one right away. Right away. Oh, at first sight, I felt the energy. I'm so raised. I saw the life inside in your eyes. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I too, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the skies. Palms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the ones will never die. We're like diamonds in the sky. You a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy. I'm so raised. I saw the life inside in your eyes. Tonight,
shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. I too are so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh yeah, yeah. Shine bright like a diamond. 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 Январские снега, замерзают рассветы на белых дорогах, колдует пурга. И видится мне раскаленное лето и рыжее солнце на желтых стогах. Я вспоминаю, тебя вспоминаю, та радость шальная зашла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Шесть месяцев были, на небыль похожи, пришли ниоткуда, ушли в никуда. Пускай мы во многом с тобою не схожи, но в главном мы были едины всегда. Я вспоминаю, тебя вспоминаю, та радость шальная зашла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Оп, эй! А может быть ты перелетная птица, холод зимы согревает тебя. Хочется верить, весной возвратиться. Все то, чем так горд и так счастлив был я. Я вспоминаю, тебя вспоминаю,
та радость шальная зашла, как заря. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась из глаз в пелене января. Музыкальный вечер на телеканале «Якутия-24» продолжается. Хочу познакомить вас с нашим гостем. Это Алексей Солдатов. Алексей является солистом Государственной филармонии Республики Саха-Якутия, а также солистом ансамбля «Русь». Леша, здравствуй. Привет. Я смотрю, ты не с пустыми руками. Да, я с таким новогодним подарком в преддверии Нового года. Это вот замечательное дерево, называется нобилис. Нобилис. Да. То есть это веточки, это, наверное? Это веточки, да, Мгм. вечно зеленого, голубо-зеленого дерева нобилис. То есть это такой новогодний прям презент. Кстати, ароматы потрясающие, да? Так надо напомнить, наверное, дорогим телезрителям о том, что, собственно говоря, нобилис — это все живое, правильно? Да, это все живое, иголочки, все это настоящее, все живое. Это полноценное растение, так сказать. Леша, а сколько простоит-то у меня твой презент? Ой, он может стоять очень долго, его прям сильно поливать не надо. Там внутри есть такая губка, давай Мгм. покажу. Покажи. Давай, вот я сейчас подниму, так аккуратненько. Вот такая вот, зацепился, сейчас, минуточку. Вот такая губка зелененькая. Ну, наверное, она во всех есть флористических магазинах. Ага. Вот. То есть, в общем, туда Она просто... впитывает- Да, просто водичку наливаешь, она влагу впитывает и очень долго держит. И, соответственно, это деревце будет очень долго стоять у тебя, радовать своим приятным ароматом. Летом вообще можно встретиться, и опять оно будет вот Да, радовать глаз. да? игрушки снять и передарить просто кому-то. Игрушки передарить, а деревце оставить, да? Да, деревце Ну оставить. да, спасибо большое. Сразу скажи, сам делал или купил? Частями. Частями. Собирал дома сам. Собирал дома сам. Да. Тут даже есть, смотри, символичный. Алексей Солдатов, и здесь есть солдатик. Солдатик, да. Это, Да. ну, это я специально поставил. Да, постарался, да? Это щелкунчик. Спасибо за презент, Леш. Ну, немножко поговорили про Нобелис. Полезную информацию нам все-таки ты подарил. Конечно, мы все восхищаемся твоим голосом. Вот что для тебя Новый год вообще? С чем ассоциируешь его в первую очередь? В первую очередь я его ассоциирую с домашним праздником. Новый год все-таки я всегда встречаю в кругу семьи, дома, с большим столом, чтобы было очень много интересных блюд. Каждый год моя жена делает какие-то новиночки, очень вкусные, очень сладенькие, и не только. Вот. И для меня это семейный праздник. Семейный Встреча праздник. Нового года – это семейный праздник. Я как артист, вообще, по идее, я должен выступать где-нибудь там 31-го там, в ночью, да, там, чтобы веселить, там, радовать народ своими песнями, но я этого никогда не делаю. То есть 31-е для тебя это такое табу Да, для выступления, табу. ты дома. Табу, да. Единственный раз за всю жизнь я выступал 31 декабря, не поверишь, на свадьбе. Да ты что? Да, такой был заказ, мне позвонили и очень слезно просили выступить именно на свадьбе. У них там это семейная традиция. Это было очень интересно. А есть ли у тебя в семье какие-то новогодние традиции, возможно, которые как-то отличают твою семью от других, помимо шампанского, мандарин, оливье? Таковых традиций нету. Подарки, елки, там, наряжаем. Все как, в принципе, Всё как у всех. у всех, да, во всех семьях. Традиционное оливье, наверное. Селедка под шубой от моей любимой тещи. Это тоже традиционно практически, наверное, во многих семьях. Леш, а еще вопрос. А помнишь ли ты свой самый классный новогодний подарок? Вот прям, может быть, с глубокого детства, а может быть, вот совсем недавно. Может, он был какой-то необычный, интересный, а может быть, вообще был какой-то Новый год без подарков? Без подарков не было. У нас всегда какие-то есть подарки. Слушай, так сейчас сложно вспомнить. Я вспоминаю прошлый год, позапрошлый, позапрошлый. А в детство, если уйти? В детство уйти? Ой, там все сложно. Там всегда были игрушки в детстве. Игрушки. Да, да. А сам делаешь подарки, любишь?
Сам люблю получать и люблю делать. Получать почему-то сказал в В первую первую очередь. очередь, Да. да. Все Ну, люблю понятно. получать. Да. Значит, дарить я люблю меньше. Да. Правильно, все это такая оговорочка по Фрейду. Да. Леш, ну что, сегодня для всех наших гостей мы проводим небольшие конкурсы. Ну, конечно же, Мгм. связанные с музыкой, потому что у нас так и называется вечер музыкальный. Мгм. Ну, для тебя, как для человека профессионально, да, опытного человека, профессионального, не составит труда, я думаю, Станцевать. сейчас танцевать. Но я думаю, ты, наверное, неплохо танцуешь. Да. Бывает. Я помню некоторые па. Хорошо, нет, у нас все сидя, ходить не надо. В общем, смотри, задача простая. И, кстати говоря, дорогие телезрители, можете присоединиться к нам и поучаствовать в этом конкурсе, возможно, прямо сейчас вместе со своими гостями за праздничным столом. Задача простая. Смотри, песня «В лесу родилась елочка». Все слова знают, правильно? Так. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом Стройная была. Ой. Зеленая была, ты уже неправильно говоришь. Да. Хорошо, то есть зеленая и стройная. Мгм. Смотри, а у нас есть разные такие, знаешь, мотивы. Ну, то Так. есть, если это рок, рок это своеобразная мелодия, правильно? Я должен это сидя петь. Сидя. Ну, Так, постараюсь. смотри, то есть мы должны сейчас вот ту самую детскую песенку «В лесу родилась елочка» Мгм. спеть в определенном жанре. Понял. Это все-таки жанр, да? Мгм. Значит, слышишь мелодию сейчас, Так. и сразу, как только чувствуешь, что готов уже туда вставить этот текст, то есть ты должен его туда вставить, и должна получиться крутая, новая «В лесу родилась елочка». Ну, попробуем. Давай, хорошо. Итак, первый жанр. Слушаем внимательно, поехали. Это что-то, да. Такое рэперское, по-моему, Да-да. хип-хоп. Гангстер, Йо. гангстер. В лесу родилась елочка, чика-чика-чика-чика-чика-чика-чика-чика-чика. В лесу она рососла. Ой, что-то я увлекся. Поехали. Зимой и летом стройная, зеленая. А, вот сейчас, класс, да, сейчас. Давай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. А метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутала, смотри, не замерзай, а. Вау, 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 вау. Дорогие друзья, если вы подумаете, что здесь была какая-то запись, подготовка или еще что-то, ничего не было. Вот честное слово. Я Не просто- было никакой подготовки, не было ничего. Просто кто? Я просто люблю иногда рэпчик послушать, поэтому для меня это было easy. Изи. Хорошо, следующая композиция. Ну, это мое родное. Да? Когда захочешь... Не, ну это сложно, слушай, Да? в голове-то другая музыка. Давай. В лесу родилась. Подожди. Елочка. В лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Маленький хотел спеть. Не, ну это правда сложно. Сложно, да? Да. Сейчас. Это называется «Удержать Солдатова». Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Ай, люлюшки, ай, люли. Браво! Вы знаете, я стараюсь сейчас, открываю так рот, глазами моргаю, думаю, а где там, куда вставить-то слова? А у Леши все, вот, знаете, вот как будто только с концерта вышел, где пел эту песню, да? Хорошо, следующий жанр, поехали. А я все время должен петь первый куплет. Да, хоть что пой в О, лесу. Господи. Так, окей. В лесу родилась елочка, в лесу зеленая была. Слова какие там она росла. Метель ей пела песенку, спи, елочка, не замерзай. Мороз снежком ее укутал, смотри, не замерзай. Ну так нечестно, ты, получается, все, у тебя все очень красиво получается. По идее, должно было быть немножко, ну как-то немножко неопрятнее, что ли, как-то Да. неправильно. А ты вот какой-то весь идеальный. Ну, профессионал, что сделаешь? И скромный еще профессионал. Хорошо. Ну, я думаю, сейчас будет что-нибудь пожестче. Мгм. Какие там еще куплеты-то были? Я забыл. О, май гад.
Когда готов будешь, начинай. Давай. Блин! А, нет, подожди, когда начинать-то? Там это же проигрыш. Подожди. Ты ж профессионал, действуй. Сейчас. Это вступление. Сейчас все будет. Блин! В лесу. Роди. Лась. Ёлочка. Какой ужас. Зимой. О, в лесу. Роди. Лосьё. Лочка. В лесу она росла. А теперь жесть где? Да не знаю. Вот. И летом стройная. Зеленая была. Я надеюсь, да, такая импровизация. Я надеюсь, сейчас телезрители не выключили резко свои телевизоры. Это сложный стиль. Это сложный стиль, да? Ну, слава богу, что что-то сложно для Алексея Солдатова. Ну, давай, выдохнем сейчас попроще. А, еще что-то? Еще будет, да. Это такая прям романтики немножко. В лесу родилась. Ага, понятно. Такие долгие вступления. Фальстарт. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Вау! Зимой, летом стройная была, зеленая она. Новые слова. Метели пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Ой, тебе выступать надо с этой песней. Мороз снежком ее укутывал, смотри, не замерзай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. О боже, остановите музыку. Слушай, ну мне кажется, с этой композицией можно спокойно гастролировать. Кстати, да, можно Очень вот хорошая. эти слова туда вставить под Да. эту минусовочку. А это идея. Да. Идея Да. тебе для следующего новогоднего турне, так сказать. Ну что, Леш, на этом я поблагодарю тебя. Спасибо большое. Справился на ура. Спасибо, спасибо. Понимаешь, у нас сегодня артисты что только не делали. То есть конкурсы были совершенно разные. Но вот мне кажется, этот конкурс прям твой. Да, ну Рамштайн, конечно, это сложно. Поработаешь сегодня дома, Да. наверное. Обязательно. Что, Леш, спасибо большое тебе за вот твой такой профессионализм, за позитивную нотку в прямом смысле этого слова, да, за презент, который будет Да. стоять долго и долго напоминать мне о тебе. Ну и вот именно солдатик этот будет напоминать о тебе. Ну и, конечно, поздравь всех жителей республики с новым 2023 годом. Спасибо. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с наступившим 2023 годом. Хочу пожелать вам всего самого светлого и доброго в новом году, счастья, всех благ, всего самого светлого и доброго, самое главное здоровья. Любите друг друга и будьте любимы. С праздником! Ну и следующее музыкальное поздравление в исполнении Алексея Солдатова и Юлии Караченцевой. Till the soldiers die, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither on pretend, beauty and the beast, ever just the same, ever a surprise, ever
Вот на такой волшебной и сказочной ноте наш музыкальный вечер на телеканале «Якутия-24» подходит к концу. Мы поздравляем всех наших любимых телезрителей с новым 2023 годом. Мы от всей души желаем вам счастья, любви, здоровья и всего самого-самого наилучшего. Пусть следующий год будет ярче, насыщеннее и счастливее. С Новым годом, друзья! С новым счастьем! Thank you.